Наконец-то мы с вами хотя бы в таком ограниченном количестве, но тем не менее встретились. И здесь, в Москве, в столице нашей большой страны, нашей великой России, есть частичка Удмуртии, уроженцы Удмуртии. И ваш труд не просто значим, он греет душу всех наших родственников, наших близких, родных, потому что мы жители Удмуртии, мы уроженцы Удмуртии, ми Удмуртиос. И благодаря тому, что у нас есть такой кусочек Удмуртии в Москве, нам всегда очень тепло. И особо тепло, когда мы из Удмуртии или возвращаясь в Удмуртию, имеем возможность побывать здесь, в Москве, всегда чувствуем ваши добрые отношения, теплые отношения. Приезжают ли наши земляки на передачу «Поле чудес», едут ли в какие-то командировки, творческие встречи, нас всегда принимает Москва в теплых объятиях наших земляков. Мы стараемся, чтобы наше землячество, оно сплотило людей прежде всего разных национальностей, выходцев из Удмуртской республики. Но и не только выходцев из Удмуртской республики, но тех, кто, в частности, в Москве проживают, ведь и дети родителей, которые вышли из Удмуртии, но они уже родились в Москве. Но им интересна удмуртская культура, они очень патриотично настроены к своей малой родине. И мы считаем, что эти люди, с этими людьми мы должны идти одной дорогой и продвигать нашу традицию, культуру, нашу удмуртскую. План работы удмуртского землячества примерно в печатном виде составляет 5 листов стандартного текста. Значит, там есть все направления. Патриотическое направление, национальное направление, образовательное, студенческое. Значит, экономического не хватало, потому что устав нам не позволял, но об этом тоже как бы думаем. Вот наша организация это как своего рода государство, да, или республика. То есть у нас есть общее собрание, это парламент. У нас есть правление, это правительство. У нас даже президент есть и почетный президент есть. Но чем мы отличаемся от республики, ну или государственного образования? Самое главное, чего у нас нет бюджета. Нет препятствий. Ведь если земляки увидели, услышали, что будем собираться, бегом бежать надо. Не ждать, когда их там пригласят кого-то по телефону. Хотя раньше всегда по телефону мы. Работа проделана огромнейшая. Я просто удивляюсь, что в таких условиях эту работу смогли сделать. Это одно. Второе. Я вернусь к выступлению Сергея Михайловича. Он сказал очень просто. С деньгами, как бы сказали, с деньгами дурак сделать. Любовь сможет. А без денег может сделать только умный. Так вот, исходя из того, что здесь написано, очень умные у нас руководители и умное было правление. Давайте их поблагодарим за это и поставим оценку больше, чем хорошо. Президент организации Стас Сергей Александрович Майер. Прошу проголосовать. Спасибо. Посчитали? Кто против? Нет, кто воздержался? Сергей Александрович, я вижу, какая у вас активная команда собралась, и поэтому это внушает такой оптимизм, что в дальнейшем будет очень много хороших не только мероприятий, проектов, но и наших совместных каких-то, наверное, обсуждений, выработок предложений. Ваше доброе отношение к Кузибая Герда. Ей стала нынче Глафира Николаевна Никольская. И это было воспринято очень-очень тепло и радушно. Я думаю, что это действительно является свидетельством того, что и эта премия, это именно не то, что Глафира Николаевна удостоена этой премии, а что эта премия имеет такой высокий статус для нас. Всегда вам напоминала вот эта книга о Московском Кремле. С большим удовольствием включаем вот это произведение. Спасибо огромное.
ioсно, bagimurtioсно, Christos pili salamen lictus. Муртия, мой край родной, тебе мои надежды и мечты. Теперь стану восхищаться я тобой, любовь и счастье в жизни это ты. И уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, декабрь, январь и февраль. Koşule maslaştınız, bir gider kare. Acışkını turte, punişkını turte, turjunsa yarate. Acışkını turte, punişkını turte, turjunsa yarate. Ай, печки лавочки, на печках ласково поют сверчки. Ну, а на лавочках да сядут парочки, погрейте чуточку, старички. Так судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Даже твое имя неизвестно мне. Только остается мне с тобой встречаться долгими ночами, да и то во сне. Спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Край пронзительно любимый, ты всегда меня поймешь. Гениальная равнина в белых клавишах ее